В эфире «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В республике этот год объявлен Годом матери. Особое внимание будет уделяться материнству и детству. При рождении каждый малыш проходит неонатальный скрининг. Это обследование неонатолога. Какие патологии выявляют врачи и как начинается лечение младенцев? Гостья студии Татьяна Ягнышева, врач-неонатолог отделения новорожденных Республиканской больницы номер 1. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. С чего начинается обследование новорожденного ребенка? Какие патологии можно диагностировать с самого рождения? Обследование новорожденного ребенка начинается сразу при рождении, в первые минуты. Когда ребенок рождается, его осматривает врач-неонатолог. Проводится оценка по шкале Апгар в первую-пятую минуту. Здесь решается вопрос состояния ребенка, может ли он находиться с мамой, можно ли его сразу приложить к груди. Либо этот ребеночек требует наблюдения медицинского персонала. Если ребенок все хорошо, ребенок находится с мамой, выкладывается на живот матери, сразу прикладывается к груди. Из медицинских каких-то исследований, манипуляций в первые сутки актуальный очень вопрос. Первые сутки – это вакцинация. В первые сутки проводится вакцинация против гепатита Б. Вакцинация против гепатита Б проводится генно-инженерной вакциной. Благодаря этой вакцинации уже, можно так заявить, что победили гепатит Б, серьезное вирусное заболевание у детей. Еще 20 лет назад в инфекционной больнице были развернуты отделения целогепатитные, где находились дети с тяжелым течением гепатита Б, с печеночной недостаточностью. Сейчас этого отделения нет, и благодаря вакцинации дети гепатитом Б не болеют. Только индивидуальная непереносимость является противопоказанием, и тяжелое состояние здоровья малыша, либо недоношенность, позволяет отсрочить эту вакцинацию. Все дети в удовлетворительном, в хорошем состоянии находятся совместно с мамочкой. Они на грудном вскармливании. Мама может когда угодно его покормить по требованию малыша, переодеть, погладить, прижать к себе. Это вот такие психологические моменты. Потом вторые сутки. На вторые сутки деткам берется общий анализ крови. Это позволяет исключить, во-первых, мы смотрим на анемию, либо наоборот на такое состояние, как полицитемия. Это когда высокий уровень гемоглобина, который тоже требует коррекции. И, конечно, смотрим, есть ли у ребенка внутриутробные какие-то воспалительные процессы. Если, например, накануне мамочка болела, сказалось ли это на малыша. К третьим суткам делается вторая вакцинация против туберкулеза. Вакцинация против туберкулеза проводится живой ослабленной вакциной. В Республике Саха-Якутия это делается вакцина, так называется БЦЖ-М. То есть ослабленная вакцинация, но она достаточно эффективная. Она позволяет выработать иммунитет против такого серьезного заболевания, как туберкулез. Тут уже каждый день ежедневно осматривается ребенок врачом-неонатологом. Врач-консультант у нас приходит невролог. И вопросы вакцинации, конечно, решает врач на основании обследований. Плюс у нас все дети проходят УЗИ-скрининг. УЗИ-скрининг что проводится? Нейросонография. То есть это обследование головного мозга ребеночка через родничок. Абсолютная такая безвредная, безболезненная процедура, но в то же время очень информативная. Плюс детям проводится УЗИ брюшной полости. УЗИ брюшной полости позволяет выявить какие-то пороки развития почек. И по показаниям делаются другие виды УЗИ. Если ребеночек родился в тазовом предлежании, то есть бывает, что головой рождается, бывает, что в тазовом предлежании, тогда ребеночку делается УЗИ тазобедренных суставов. То есть на ранних сроках можно исключить такое, как склонность к дисплазии тазобедренных суставов. Если такая патология, мы видим что-то изменение, ребеночек осматривается ортопедом, ему даются рекомендации. Это позволяет сразу начать лечение, и чтобы не было осложнений
Что касается последствий. вакцинации, хочется уточнить, обязательно ли прививки делать в роддоме или можно их сделать где-то по месту жительства? Ну и в принципе вы перечислили несколько вакцин. Все ли это вакцины или ставятся еще какие-то? У нас ставится только два вида вакцинации. Ставить в роддоме, я скажу, что обязательно. Ну, потому что, как говорится, всему свое время, и здесь это все разработано, это с комфортом для малыша. То есть к моменту выписки у вас ребенок вакцинирован против гепатита Б, первый компонент, и против туберкулеза. Конечно, когда какие-то медотводы существуют, или бывают причины, когда вакцинация отсрочивается и даются рекомендации провакцинировать ребенка на участке. Но это, когда все нормально, это хлопоты, которые мамочке, в общем-то, не нужны. Потом после выписки у нее куча других задач, других каких-то, может быть, проблем даже, да, там наслаивается другая вакцинация, там в месяц уже идет. И вот чтобы не нарушать этот период, чтобы малыш к 2 годам был вакцинирован, защищен от болезней, то лучше начать с роддома. А что такое неонатальный скрининг? Его еще называют кровь из пяточки. Для чего и в какие сроки проводится, какие болезни выявляет? У доношенного малыша на 4-е сутки берется кровь из пяточки на специальный бланк, специальный бланк существует, который пропитывается кровью. И потом сдается в медико-генетическую лабораторию. Этот анализ проводится всем детям. Что он выявляет? Это 5 заболеваний болезней обмена. Эти заболевания встречаются достаточно редко, но они очень тяжелые. Почему обследование проводят сразу? Потому что при выявлении, чем раньше ребенка начинают лечить, тем меньше возникает последствий. Заболевания такие, как муковисцидоз. Оно наследственное, при котором поражаются легкие, в основном легочные формы. Это когда частые воспаления за счет того, что густая слизь. Густая слизь, ребенок не может проходить, нарушается обмен эвакуации слизи в бронхиальном дереве, и отсюда все последствия. Если узнается, что такая проблема есть, ребенок обследуется у пульмонолога, назначается лечение и, в общем-то, все потом хорошо, да? Второе заболевание – гипотиреоз. Вот на гипотиреоз я бы обратила очень серьезное внимание, потому что у нас в республике гипотиреоза много, это не секрет, это говорится давно, проводится профилактика взрослым. И если очень мамочек много с гипотиреозом, которые наблюдаются у эндокринолога, либо не наблюдаются, либо он скрытый, да, и проходить обследование. Если там показатели какие-то ниже, то тоже дальше у эндокринолога, дальше уже обследование. Фенилкетонурия. Фенилкетонурия – это заболевание обмена, там нарушается процесс. На генном уровне нарушен процесс обмена веществ, а это заболевание очень тяжелое, оно, если развивается, то ребенок получается умственно отсталый, это очень серьезно, но оно лечится. Вот если сразу там назначается лечение. Адреногенитальный синдром, потом галактоземия, это тоже заболевание обмена углевода. Поэтому, несмотря на то, что кровь из пяточки действительно берется, там капельки крови, да, может, мамам некоторым жалко своего малыша, плюс тут должны соблюдаться условия, что ребеночек должен быть голодный, соответственно, он плачет. И мамы некоторые могут не воспринимать, что это не важно, зачем так больно делать. Да? Но это вообще новое обследование, насколько я понимаю, да? Это старое обследование на 5 заболеваний, оно делается с 90-х годов. Там было 3 заболевания, потом оно расширяется. Плюс еще сейчас идет расширение неонатального скрининга. Медико-генетическая лаборатория, консультация, они работают, расширяют это, работают в этом направлении, и у них есть даже задачи, цели, чтобы расширить до 36 болезней. То есть у малыша, который родился, на 4-е сутки он будет обследован на 36 болезней. Сразу на 36 болезней? Сразу на 36 болезней. Но это, конечно, вопрос времени. Я думаю, финансовый вопрос. Да, конечно. А проверяют ли ребенку слух и зрение в роддоме? Да, мы как раз к моменту выписки мы детям проводим аудиологический скрининг.
Это высокотехнологичная такая процедура, портативный аппарат, он такой небольших размеров, но он очень, еще раз повторюсь, что он технологичный, там дорогой. Значит, как оно проводится? Ребенку сытому, не кричащему вставляется в наружный слуховой проход датчик, и идет регистрация. Идет регистрация так называемой отоакустической эмиссии, то есть это шевеление волосковых клеток улитки. Это вот внутреннее, как реагирует на звук внутреннее ухо. То есть если вот, слуховой анализатор взять, то есть идет раздражение, формирование и ответ. И вот этот вот наш портативный аппарат, он регистрирует вот этот ответ. Шевеление вот этих волосковых клеток улитки на звук. То есть подается звук и записывается ответ. И аппарат нам сразу выдает, прошел, не прошел. Но тут вот надо сказать, что для чего это делается. Это не диагностика, что ваш ребенок глухой. Это отбор детей для дальнейшего обследования. То есть если здесь, если прошел, ложноположительных результатов практически не бывает. То есть если прошел, то можно сказать, что в периоде новорожденности у ребенка со слухом все в порядке. Если аппарат наш пишет «не прошел», то это не повод впадать в панику. Это повод в месяц подойти в сурдоцентр и обследоваться еще раз. Почему важно проверять слух? Потому что, опять, если вдруг случается такая ситуация, что ребенок оказывается со сниженным слухом, то ему делают ретрокохлеарную имплантацию. То есть уже в годик ребенок слышит. Это очень важно, потому что если ребенок до 6 месяцев не слышит, он потом не начинает разговаривать. То есть он не говорит. То есть это обследование обязательно нужно пройти? Да, обязательно нужно пройти. В первые дни после рождения. К моменту выписки. К моменту выписки, скорее всего, это 3-4 день. Зрение скринингово не проверяется, потому что это не целесообразно в периоде новорожденности. Зрение мы проверяем по показаниям. Татьяна Николаевна, спасибо за информацию, за такую полезную. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в вашей работе. Спасибо. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.